В далеком 1962 году для многих якутян, впервые увидевших живопись, графику и скульптуру итальянских, французских, голландских и других западноевропейских мастеров XVI-XVIII веков, такое знаковое событие стало незаурядным и волнующим. В переданной коллекции числится более 250 картин. Когда приходят в первый раз, они очень поражаются тому, что, оказывается, в Якутии есть подлинные произведения западноевропейского искусства XVI-XIX веков. Большую часть составляют произведения итальянских художников, но кроме того также и широко представлена Франция. Есть отдельные произведения художников из Германии, из Англии, голландское и фламандское искусство тоже представлено. Цикл мероприятий очень насыщенный и креативный. Откроет его интерактивная инсталляция «Память», состоящая из посланий посетителей, оставленных в разные годы деятельности галереи. Каждый сможет стать одним из авторов инсталляции, оставив свое послание на предназначенных для этого участках экспозиции. Для тех, кому больше хочется почувствовать себя произведением искусства, будет работать фотозона в виде галерейной стены с картинами-багетами. Кроме того, посетить тематические мероприятия и познакомиться с коллекциями Габышева воочию прилетела правнучка Михаила Федоровича, Татьяна Габышева. Я знаю, что прадед был человек с такой стержнем человеческим, он был очень решительным, и у него была железная воля. И я вот задавала вопрос, мне интересовало, я спрашивала: папа, а на какие средства дедушка формировал свою коллекцию? Ну, наверное, это естественный вопрос, особенно во времена, да, такие советские. И на что мне папа сказал, что когда он с ним жил в Минске, например, он там около года с ним жил, он сказал, что у нас дома была, как он выразился, картошка и селедка, то есть никаких деликатесов дома там не было, хотя он был уже человек известный, на руководящих позициях работал. И мой папа считает, что вот этот его аскетизм – это проявление того, что он средства откладывал для покупки коллекции. Коллекционирование картин было лишь увлечением Михаила Габышева. Отдавая много сил искусству, он оставлял силы на общественную и научную деятельность. Михаил Федорович Габышев стоял у истоков государственности республики. Он был наркомом земледелия. Это как министр сельского хозяйства. Вот. Ну и хочу сказать, что человек был масштаба страны СССР, один из первых докторов экономических наук СССР, первый доктор экономических наук Якутии, профессор. Гражданско-патриотическая неделя проводится в рамках празднования столетия якутской автономии. События в рамках недели Габышева проводятся по 30 октября в галерее зарубежного искусства по адресу улица Петровского, 4. Марферина Алексеева, Артем Алексеев, Якутск.